Так, ребята, всем привет. Вот сегодня у нас в работе вот такой вот Honda Fit. Приехал человек, как бы Вот, развалился подшипник у него. вот егошний сепаратор. Вот он. Вот такой вот у нас картина вот такая. Сепаратор рассыпался. Еще даже не сняли сцепление, уже видно, что там С корзины оттуда вытаскивали. подшипника нет. И, короче, стружка вся летела сюда. Прям с этих перемалывались эти подшипники. Стружка прям сюда летела, короче. Она прям на коробке везде. Здесь где-то была, да? Да, вот смотри, стружка. Вон Вот она, все в стружка. стружке. Да, все в стружке вот такой вот. Каким таким образом закидывала? Ну, через колокол как-то, Ну, ага. Через кого? Их там- их- Это же как мельница, их, Вот, их ну, просто смотри. тупо перемалывало, да. Посвети сюда, чтобы видно было. Блин, Фонариком. С фонариком. Вот, Сел. вот, тут такая стружка. Вот, здесь посмотри. Все в стружке. Да. И вот такая картина. Как она не шумела? А знаешь, из-за чего она не шумела? Громыхает. Из-за чего? Из-за, видать, четные и нечетные развалились. Холостой ход нормальный, видать. Но она даже калибровку не прошла. У нас, когда мы на диагностику приехала машина, она на калибровке этот пункт усилия зажимного муфта не прошла, короче. Вот. Ну и в принципе все. Ну сейчас уже Сейчас уже все понятно. Так, блядь, корзина. Ну, такая хорошая, можно сказать, корзина. Ну, Маховик у него тоже, блядь, как новый, как будто. ну ладно, что. Я думаю, сделаем эту машинку тоже. Есть у нас там кое-что, из чего можно что-нибудь придумать. Ну, что придумать? Так что, ребята, смотрите дальше нас. Я думаю, мы ее отремонтируем. Ну а так, машинка в принципе в нормальном состоянии. Коробка ни разу не снималась. Вот тут вот машина у нас с Хабаровска приехала. Вот. Ну, а там у нас Фрит стоит на холостом ходу, тормозит, обучается. Тоже, кстати, хороший автомобильчик. 18-й год. Вот такая красота. Рай для семейного, как бы. Ну, то есть это семейный автомобиль конкретно. Вот взял всю семью, посадил. И в комфорте поехал куда-нибудь отдыхать или еще что-нибудь. По делам. Красота. Почти микроавтобус, можно сказать. Такой вот у него. Большие формы. Здесь тоже сидишь как человек. Вот так вот. Классная панель. Всякие бардачки прикольные вот такие есть. Красота. Ну, на обычном вариаторе. Никакого робота тут нет. Это у нас не гибридный. Просто обычный автомобиль. Вот у него прикол, что зеркальце вот такое есть. Дополнительное. Радар есть. Полностью адаптивный круиз-контроль. Двери у него открывание, закрывание. Вот это вот все есть. Кнопки управления полностью. То есть тачка не бедная. И места очень много места просто. Здесь тоже всякие бардачочки, эти столики. Тачка огонь. Ну все, в принципе. Тоже у нас уже обучение завершено. Будем отпускать хозяина. Короче, пиздец. Твоему выжимному. И вон шарики с него посыпались и все. А, вон смотри, они даже съела его. Этот шарик маленький, смотри вообще. Съел, вон шарик. Вон шары. О, нихуя сколько, раз, два. Да все, там вся развалилась. Это холостой ход развалился. Или Смотри, вот эта часть, это от подшипника. Она туда зашла, короче, она вся внутри. То есть корзина, походу, все. Мы ее уже не реанимируем. А подшипник, вот он, разлетелся. Получается, у него холостой ход остался там внутри. Ну и все, как бы. Тоже его не достать оттуда. Ну, сейчас доставать будем. Может быть, подшипник-то может и достанем. И четный. Не, холостого хода нету. Он развалился. Шарики. Это нечетный остался. Ну, короче, вот такая петрушка, смотри сам. Сейчас будем пробовать.
Если у нас что-то получится достать ее оттуда, ну вряд ли, наверное. Жестко закусила. Она где-то там внутри прям сидит. Это только расклепывать ее надо. Там осталось. В корзине. В колоколе. Вот это. Отделился В подшипник. колоколе осталось. Угу. Вот это вот каким образом, сука, оттуда вытаскиваете? Вот это да. Кольцо ладно. А дальше-то нахуй. Че делать-то нахуй? Выбивать. Как выбивать-то, блин? А вот эту вот херню берешь. Придумай что-нибудь. Длинную надо и долбить по одной. Так, Ну, оттуда здесь выбивать. вылазит, а этот, вот это туда обратно забивает. Сейчас Что-то будем, вот сюда как-то подложить. сейчас будем думать. Короче, тут пиздец, вон смотри, что понятно. Ебать, ну корзине пиздец, да? Вообще заживало ее нахуй там. Корзине пиздец. Да том же нам подшипнику что, ебать? Да, Ля. Но не только подшипнику. У тебя и по корзине тоже по пизда пошла. Корзина, короче, лепестки зажатые. Там внутри ну, металл, короче, от выжимного подшипника, который есть, он туда залетел вовнутрь. То есть все, пиздос ей. С ней ничего не сделаю. Ее расклепать, заклепать не получится пока. Никак вообще. Не, ну вытащим, потом посмотрим. Может будет работать. Ну, коробка-то целая. Выжимной механизм у тебя, считай, корзина вместе с подшипником. Да. Все. Приехала. Там опилки столько было, пиздос. Ну, я сейчас тебе я тебе сейчас видео отправлю. Подожди, смотри. Короче, смотри. Вот эта часть, это от подшипника. Сепаратор. Она туда зашла, короче, она вся внутри. То есть корзина, походу, все. Мы ее уже не реанимируем. А подшипник, вот он, разлетелся. Получается, у него холостой ход остался там внутри. Ну и все, как бы. Тоже его не достать оттуда. Ну, сейчас доставать будем. Может быть, подшипник-то, может, и достанем. Нечетный. Не, холостого хода нету. Он развалился. Ну, Шарики. ну. Это нечетный остался. Ну, короче, вот такая петрушка, смотри сам. Сейчас будем пробовать. Если у нас что-то получится достать ее оттуда. Ну, вряд ли, наверное. Жестко закусила. Она где-то там внутри прям сидит. Это только расклепывать ее надо. А заклепать ее так же, как по заводу не заклепаешь. Хотя мы можем скрепать и заклепать. Ну, да. Да, ну, если не будет работать, то базара нет, корзины. Давай, если будет, то, блядь. Давай, короче, этот. Где этот? Длинная. чё, ебаться? Длинная вот такая. Где? Давай сюда. Ты еще смазать. Я как Москва тоже не верю слезам. Всю твою ложь я прочитаю в глазах. И знаю наперед, что хочешь назад. Вся моя кровь — это все твои за. Ты в моем взгляде хочешь видеть лишь май. Ищешь тепло, но там холод. Все мои чувства к тебе — это февраль. Ну а тебе нужен повод, чтобы написать. Вытащили мы оттуда вот эту металлическую основу. Выбили словацкий подшипник. Это у нас средний подшипник, получается, остался. Чётный. Да, ну вроде ходит уже. Корзина заходила. Лепестки ходят. Это очень радует. Короче, походу корзинка походит еще. Вот новый подшипник. Сейчас вот эту всю смазку отсюда удалим. Будем смазывать
нормальной смазкой. Зелененькой. И все будет хорошо. Этот подшипник будет ходить и ходить. Главное, чтобы калибранулся. Что-то пластина вот эта только вылетает, блин, пластик хуйня это. Может оригинальную поставить? Она, видишь, как? Это другая немножко. Болтается, как хуй в коробке что-то. Сломано или что? Надо это. Вот эту поставить, снять. Она заебись сядет. Родную нахуй. Она же я. Но у нас таких дохуя. Вон еще есть. Вот отсюда можно снять нахуй. Вот как раз вот с угандошиного и снимем нахуй. Он должен вот здесь держать. Ну да. Ну, типа сломанный что ли, блядь? Не? Просто, ну как проститутка, короче. Ну. О. Вон, братан, короче, тоже начинаю корзину развинчивать, расклепывать. Хочу тоже попробовать, познать эту истину. Короче, ребята, рассверлили мы корзину. Смотрим, из чего она состоит. Вот так вот. Эта корзина, у нас лепестки не ходили. Короче, они вот так вот вообще не ходили. Что-то оттуда вроде вылетело, что они ходить стали. Сейчас, в принципе, если заклепать, этот диск еще подходит. Но диск уже тонкий. Феррадо, оно вот такое, стертое. Вот этот диск уже, смотри, как он стертый. Он уже, по идее, не пойдет такой. Вот мы говорим, ой, походит, да? А он нихуя не походит. Ему тут чуть-чуть осталось. Смотри, иди сюда. Вот даже вот смотри, как с этой стороны он как выработался. А вот с этой толстый. То есть он неравномерно еще, прикинь. Стачивается. Калибровочку фитяра у нас. Поиск эталона прошел. Вибрация кончилась. А у него вибрация жесткая по кузову шла. Жесткая, прям дверь вот так шевелилась. Ну. Вообще идеально, тихо работает. Ну все, откалибровали мы машинку, ребята. Стал у нас таять. Это очень замечательно. Че, поедем кататься? Печка прохладная. А она не нагрелся, двигатель-то еще не успел. Ну да. Фитяра. Не, у меня вообще классный фит. О, а ты там стою поставил? Пола мультироль. Мы сейчас Да не... что тебе? Выйдем, не хватит выйдем? места, что А, ли? выйдем. Выйдем. Ручник. А, в натуре, бля. Сам всех учу, сам забываю. Но камера есть. Нормальная. Родная, штатная. Японская. Ёп, никого. Да не, нормально. Что там, КамАЗ ебать. Так. Че? КамАЗ проскочит, да, говоришь? Ну, погода сегодня... Только она что-то выключилась. А она вот так просто она в сон. Все, понял. Ну. Погода сегодня какая клевая. Классная погода. Вообще. Какой чудесный день. У тебя-то вообще кайфовый. Не надо 2 раза коробку снимать. Вообще заебись. Вон, вторая переключилась уже, да? Спокойно переключилась. Плавненько, Так. кстати, она это сделала. Сохранить. Текущая передача.
передача вторая. Он сейчас вторую откалибрует. Нечетную, четную передачу сейчас откалибрует. Давай, давай, проезжай КамАЗ. Все, погнали. Третья. Четвертая. О, Нечетные муфты. Ух, как хорошо идет. Пятая. Шестая. То есть пятая. Нечетная. вообще хорошо едет. Вообще отлично едет. Куда она? Шестая скорость включилась. Нормально. Ну, она у нас калибровку-то прошла уже, все. Не понял, конечно. Сейчас еще этот Ротор еще. ротор калибровка будет вообще отлично. Она только шаровая, все, а так вообще ходовка-то ничего такая. Вообще фит клевый так-то. Ходовочка вообще порядок. Фит мне вот этот вот нравится, он целенький такой, в порядочке. Хабаровчанин. Поедет в свой Хабаровск кататься. Здесь живет, в Якутске, в центре. Вон, печка нормально начала быть. Некогда, ё-моё, звоните в неопределенное время. Так. Че, брат, я же говорю, нормальные фиты, ёпти. Мы же на фитах всегда гоняем. Главное их уметь делать. Да. Да. Ремонтировать их надо уметь, и все. А так тачка огонь. Ну, между рулем и сиденьем рука-жопа просто ездит нахуй, в основном нахуй. Да я мне бы Хуя такую мешает. тачку, допустим, она у меня будет вообще нормально бегать. Конечно. Постоянно обслуженная. Хуя. Масла менять и хорошо все ставить. Все эти. У меня устранять проблемы. вот и у всё. меня как бы комплектация, комфорт, но подушек, сука, здесь нету. Почему? И ебу, что ли я? А у него даже вот, есть у него даже, подушки, смотри, вот здесь сзади есть даже стоят. подушки Да, у него везде. какая-то комплектация. Раз, два, три, четыре. Хотя у тебя зато адаптивный 5, есть, а у него смотри какой Ну, у руль него, бедный. да, у него просто бедная комплектация, а у меня полный мультируль. 6 подушек у него получается. А у него, да, раз, два, Зато три, по четыре, безопасности, да, он. 6. По сути, должно у меня вообще полностью 8 быть, нахуй. Что-то я их не нашел. Искал 2 только и пизда. Все, моторчик калибранули. Все хорошо. Проверки. Не, ну погода шикарная какая, ну, красота. Ни одной ошибочки, смотри, не горит. Да, Все четенько. конечно. Ну, я думаю, проходит, наверное, еще Да сотку. 80. Сотку должен отходить этот подшипник. Ну, Но если его потом на 80 перемазать его, если еще, то он еще будет ходить. Мне кажется. ну, не знаю. Да вообще смысла Не есть в могу этом? Нет. 100 тысяч километров. Новый поставь и не радуйся. И радуйся дальше. Ну, заранее Такие его, большие деньги, что ли, на 100 тысяч километров? Я не заранее его купить просто. Ну, так сотку еще пробегать надо, это целая процедура. Ну да. Сотка Некоторые просто до Мне 100 работы и тысяч. домой ездят. и Извини, всё. мне 100 тысяч вообще хватит на всю жизнь мне хватит машины. Да? 100 Нет, тысяч. да, реально. У меня Lexus был, я на нем набегал за 5 лет, может 1007, Нормально. не более того. Нормально. Вообще, нифига себе. Не так много вообще. Давай посмотрим. Ну я же это. только работа, дом, все, больше никуда Да, вот не ездил. некоторые так ездят, кто так ездит, они... По делу мотнулся. Сам- Мама Самое не горюет, главное, надолго надо хватит. посмотреть, где у нас подшипник греется. Муфту? КПП, да. А, температуру, да? Да, его ж на температуру. Посмотри. Список параметров. Так, Блять, летит нахуй. так, фактически крутящий момент, четный муфты. Да? Там? Нет, Нет. там есть Не температура четная и нечетная муфты. Ну, нечетные муфты. И Чётные муфты. Да. 85. Что-то прыгает. Смотри, как он. Ух,
Хорошо едет. Даже ни пинка нету, ни пиночка. Я сейчас ему, считай, немножко жаранул. Ну, чуть-чуть дал ему тапок чуть-чуть. Нормально, нормально. Ага, вообще, да не чувствую, в вообще, что пределах- переключалась. что-то. А, это В по пределах 3000 оборотов. Все, тачка едет, все, тачка А, огонь. Остается ждать. Машина едет, остается ждать хозяина, чтобы забрал свою машинку. Все хорошо у нас прошло. Он быстро приедет. Ставьте лайк, ребята. Тянет, да, что-то? Не, это я. Подписывайтесь на канал, да. Обязательно. Максу ставьте лайк, красавчик. Макс вообще механик от бога. Но без задоринки собрал машину. Поставил подшипник. Подшипник у нас обслуженный. Думаем, что проходит не меньше сотки. Должен проходить. Спокойно. Как оригинальный подшипник. Температура, да? Расчетная муфта. Сколько она? 50-36 муфты. Нечетный. Но? А четный 57. Вообще же, ё-моё, четко. Ну, это Четко же. 80 должно быть. Ну, может, не нагрел. Так меньше, куда она? Она не успела нагреться. Чем меньше, чем лучше. Конечно, вот если сотку будет, оно и больше. Вот Уже тогда перегрев. Да. Вот. Плохо. Нормально. Четные муфты 36. Четные муфты 54. Нормально. Четко. Угу. Расчетный температура. Ну все, что, собираем инструментик, сейчас все. Точное число. Ждем хозяина. Что там какой-то холодно. Так она не успела нагреться, ты что хотел там? Мы что, блядь, тут ездили? Но она открытая вся еще. Ну, мы же на ней не ездили ни хрена. Все прикрутил же, да? Ты больше ничего делать не будешь? Или еще что-то? Так, помел эти, как его, защиты чисто. А, все тогда что? А что, как сюда стопорнуть? Ну вот приехал хозяин у нас фита забирать. Ну вот смотри, что у тебя произошло. Вот это мы достали с корзины прям, с твоей. Вот это мы оттуда кое-как вышибли. Вот это все развалилось. Вот. И вот это тоже вытащили. Она прям там была, короче. Мы думали, корзину не реанимируем. Вот, это тоже шарик. Вот. Оттуда вот подшипник. Это остатки его. Вот он подшипник. Ну все, в принципе. Сейчас поедем, прокатимся на новом подшипнике. Просохло чуть-чуть. Ну тут-то вообще же конденсат был. Соткнулось. Давай, поехали. Поехали на испытания. Скажешь свои ощущения. Ну, трогается нормально. Так она у тебя и не ехала почти. Что, направо, да, лучше? А, туда. Налево? Угу. До хуторка топни туда. Конец там. Магазин есть. В магазине развернешься и обратно. Нету чисто. Ага. Не успел бы уже. А ты его с Хабаровска пригнал, да? Совлада? Со Влада? Сам Хабаровский, получается? Не, с Благи. С Благи? А, тут работаешь? Ты его летом, получается, купил, да? Нет, где-то в апреле, наверное. Март. Нормально так. Ездил же, все нормально было, да? Как так получилось, что он так, подшипник развалился, я ничего не понял. На 100 000 километрах
Вот 103 тысячи пробег у тебя, считай, он развалился. Я ничего не понял, почему так получилось. Это надо ему либо харчи давать какой-то, либо... Ну, подшипник не сказать, что был сухой-то. Совсем. Нормально, да? Там, ну, смазки не было. Но она была жиденькая еще такая, знаешь. Не то чтобы пластилин уже. Ну, раскидала ее по колоку вообще жестко. Когда подшипник вскрылся. Вот у меня что-то подозрение, может, от мороза. Мороз, может быть. Может, как-то замерзла Мгм. смазка, да? Ее там... Замерзла. И он провернулся как-то в этот момент. Может быть такое. Запустили. Но это первый случай такой был, который вот именно вот так вот подшипник себя повел, развалился. Ну, главное, что тачку сделали. Все едет, все хорошо. Что, подальше, да, где-то? Там еще дальше, ага, сейчас увидишь, с правой стороны магазин будет. Развернешься там. Ну, так, да. Все переключаем. Вот, приехали. Ну все, ребята, заканчиваю трансляцию. Всем пока. Ставьте лайк.